В день встречи односельчан село Ускут оживает. Здесь звучит особый говор его уроженцев. Людей с уникальным характером, любящих и преданных своим родным местам. Сюда они приезжают со своими детьми и внуками, впитавшими особенности своих предков. Дважды депортированная Мумине Карабаш родилась в 1931 году в Ускуте. В 13-летнем возрасте она пережила страшную депортацию. Любовь к Крыму помогла Мумине ханым и ее семье преодолеть трудности возвращения в родное село. Но благодаря своему сильному характеру и упорству она снова поселилась в Ускуте. 13 yaşında bu köyden sürgün oldum. Özbekistan'a yaşadım. 68'de Kırım'a göçüp geldim. Ahmetciğin Tankulan Parkı'na gece gündüz 3 ay olup yaşadım parkına, aeroportuna. Krasny Перекоп'a egerim 1 yıl yaşadım. 11 yıl işledim. Şimdi 30 yıldan beri doğan köyüme yaşarım. Встреча односельчан в Ускуте традиционно начинается с молитвы в мечети Ат-Тухур, датируемой XIX веком. После возвращения крымских татар мечеть вернули мусульманской общине. Рядом с ней установили памятник жертвам депортации. Наша джами Ускутска, была при советской власти переоборудована в кинотеатр. Ну вот, значит, благодаря жителям джами вернулась в свое исконное, первоначальное состояние, которое оно и должно было быть. Вот. Еще дел много, конечно, но потихоньку будем приводить в порядок. На берегу Черного моря ускутцы поют народные песни, делятся детскими воспоминаниями, рассказывают истории об Ускуте. Her yıl keyimde görüşke kısmet olsa kerem. 1 yıl kemedim былтыр hastaydım orada. Şimdi keleyim, atak her yıl keleyim de. Ну неме, көйдештерін көрейім, қарымау кем, балаларына кем, неме, әлі көршіміз, таныстырайым епсінен. Аллаға шүкір, яна болса, яна керім. Я приехала с дедушкой, Харбабашкой. Каждый год приезжаете? Да, я каждый год приезжаю, мне нравится здесь. Мы заходим, Дувалар читаем всегда. Моему дедушке нравится очень. Он всегда сюда приезжает, Дувалар читает. Вот всегда. Приехали с семьей, с детьми, с племянниками. И вот таких малышей привозим, чтобы передавать из поколения в поколение наши обычаи, традиции, чтобы всегда они помнили и знали, что значит Корушов. Местные активисты своими силами восстанавливают данные об уроженцах села, погибших или пропавших без вести во время Второй мировой войны. Не забывают здесь и об Алакатской трагедии. Bu yılından bir işimiz var. Çünkü bu sorgun etken spiskaları taptık. Bunun için cemaattan şimdi pek çok hatalar anda içine onları doğurtuyuk. Ondan başka işte Alakat faciasının taşı koyuldu. Arşivlerde tapılgan 54 tane kurbanın ismi yazılmış. Anlaf, tarih taşları koyulmuş. İşte yılına da onda bir tamir işleri yapıp плитка koymaya istedik. После депортации Ускут переименовали в Приветное. Сейчас здесь проживает около 150 крымско-татарских семей. Остальные выходцы из села разбросаны по всему Крыму, но всех их объединяет любовь к родному Ускуту, куда они ежегодно съезжаются на встречу односельчан.